Но в эти дни в Якутске проходит Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. Этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Турнир проводится в республике во второй раз и в этом году станет вторым этапом по счету из 15 запланированных на 2024. И более подробнее об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем в студии. Это Михаил Витальевич Крюков, главный судья Кубка главы Республики Саха-Якутия, этапа Кубка России по классическим шахматам среди мужчин, судья всероссийской категории, международный арбитр, почетный спортивный судья Российской Федерации. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Витальевич, расскажите, пожалуйста, нам о вашем судейском опыте. Сколько лет вы работаете судьей и почему именно выбрали эту профессию? Ну, скажем так, сегодня, в этом году исполнится в марте месяце 40 лет, как я сужу соревнования, российские соревнования. Первые соревнования я прекрасно помню. Это было с 21 по 30 марта в городе Анапе, 1984 год. Чемпионат РСФСР на приз клуба «Белая ладья», полуфинальные соревнования. Это судейский опыт. А когда вы, помните ли вы свою первую партию в шахматы? Первую партию в Доме пионеров. Раньше через Дом пионеров, через вот это горнило Дома пионеров проходили практически все шахматисты. Первый турнир, как сейчас помню, в 5 классе я пришел. Раньше все-таки не с 3-4 лет начинали обучение. Вот. В первом турнире из 17 возможных я набрал 1,5 очка, но не бросил. В общем-то. И постепенно начал заниматься. Особых, в общем-то, высот-то я не добился. Кандидат в мастера спорта СССР. Ну, это тоже значимо. Вот, Как это не особый высот. В общем-то, да. Вот. А судить потихонечку начал судить. И вот, в общем-то, я могу сказать, я практически судил все соревнования, которые возможны, начиная с чемпионатов мира, гран-при, кубки мира по шахматам и прочее. Вот сейчас показывали у вас по телевидению Настю Боднарук. Вот, в 2000 году, да, в 2000, она 92-го года, в 2000 году я ее короновал, она стала чемпионкой страны среди девочек до 10 лет. До 10 лет, до 10 лет. Ей было действительно одна из самых юных. Вот. А в 99-м году Валю Гунину мне пришлось короновать. Ну, это серьезно, да. Вот. Такие знаменитые спортсменки. Ну, девочки вот уже большие, молодцы. Ну а как вы оцените развитие шахмат вообще в Российской Федерации, в Якутии, вот как Кубок главы? Ну, скажем так, Россию как шахматную державу никто никогда не отменял. Якутия, и в Якутии шахматы были давно. Вот, в частности, это сын первого якутского мастера принимает участие в Кубке России у нас. Это Владимир Миндеевич Топыров. Вот. Молодец, играет. Ему, скажем так, не 18 лет, он уже, так сказать, вот, но играет, так сказать, и, в общем-то, класс якутских шахматистов, в общем-то, он достаточно высокий, что можно говорить, что, так сказать, вот, нынешние кубки, которые хорошо, что они стали традиционными, они это показывают. Вчерашний первый тур об этом говорит. Уже есть сенсации в пользу. Поподробнее можете рассказать? Ну, вчера, значит, в партии значит, обыграли гроссмейстера, обладателя Кубка страны Алексея Придорожного. Василий Романов обыграл. Вот. И с Галиной Николаевной Струтинской, чемпионкой мира среди ветеранов, ничья была зафиксирована. Ну, нормальные результаты, хорошие результаты. Я очень надеюсь, в принципе, вот эти кубки главы
республики — это своеобразные интеллектуальные инвестиции в интеллект Якутии, и они очень помогут для дальнейшего совершенствования шахматистов. А как вы считаете, какими качествами должен обладать шахматист и что в итоге ему могут дать шахматы в будущем? Шахматы могут дать очень много. Ну, многие говорят, шахматы это развивает память, логику, мышление и прочее, прочее. Ну, я могу сказать, отдельно логику можно не только шахматами развивать, мышление тоже не только. А вот в комплекс мер, шахматы это, в общем-то, такой инструмент для развития вообще личности, развития личности. Значит, человек способен анализировать свои шаги, просчитывать, ну как вот, на несколько ходов вперед, что будет, что произойдет дальше. Вот. И еще раз говорю, прикладное значение, оно значительно выше, чем даже вот профессиональный рост шахматиста. В жизни шахматы пригодятся всегда. Всегда пригодятся. Михаил Витальевич, сейчас есть возможность обратиться к участникам турнира, может быть, ваши пожелания. Ну и к тем, кто будет начинать играть в Да, шахматы. начинающим шахматистам. Ну, значит, обращение простое. Играйте в шахматы, занимайтесь шахматами. И вот я одно могу сказать. Вот после того, как Владимир Анатольевич Егоров стал президентом шахматной федерации Якутии, значит, вот еще раз говорю про импульс, который, значит, вот эти два турнира, они, это уже традиция. Вот. Могу сказать что-то, вот мне доводилось судить в Якутии и дети Азии, шахматная часть детей Азии. В этом году, во время, вот, в июле, параллельно детям Азии будет проходить Кубок Азии по решению шахматных композиций. Это значимое соревнование. Это, кстати, будет впервые в России вообще. Ничего себе. Впервые в России. Пока в России чемпионатов Азии, Кубков Азии пока не было. Ну, я думаю, Якутия Ну, это будет сделает тоже свой еще одна первый ход. замечательной в этом традиции. отношении. Спасибо большое, что пришли в гости. Желаем успешного проведения турнира, чтобы все прошло на высоте, и ждем новых побед. Спасибо вам большое. Спасибо.